Хочу вас ознакомить моральным обликом некоторых идейно-духовных отцов-основателей ингушской государственности в кавычках. Начнем с ознакомления с одного из патриотов, диссидента, писателя и хранителя ингушского эсдела, как он сам себя позиционирует, Исыка Дзаева, возглавлявшего партию Нейска и вдохновителя выхода ингушей из ЧССР в 90-х годах. Вот распечатка статьи Исыка Дзаева. Сама статья была напечатана 5 ноября 1986 года в газете «Грозненский рабочий», позже ее перепечатали в ингушской газете «Галгайт-Дош», статья под броским названием «Не пасовать перед мракобесами». Газеты довольно часто печатают на своих страницах атеистические материалы. Это и понятно, процент верующих в Чечено-Ингушетии значителен. Но ограничиваться статьями нельзя. Одними публикациями разве избавишься от недугов? Большое воздействие на людей может оказать живое слово, но пользоваться им нужно умело, осторожно, чтобы не оскорбить чувств верующих. Ведь они тоже бывают разные. Один искренне заблуждаются, другие же ведут себя вызывающе. Особого внимания к себе требуют религиозные фанатики, которые сколачивают незарегистрированные, следовательно, незаконные секты. Но даже с ними надо вести себя корректно, обдуманно, чтобы не перегнуть палку, пусть даже из добрых побуждений. Грубое вторжение в чужую вотчину дает обратный результат. Помню, лет 10 назад группа работников партийных и советских органов во главе с бывшим секретарем райкома КПСС Тутаевым проявила инициативу. Ворвалась на наше сельское кладбище во время исполнения там религиозного обряда и с помощью трактора разрушила кладбищенскую сторожку, невежливо обращалась со старыми людьми. Уверен, инициаторы считали, что они проводят атеистическое мероприятие. А каков был результат? В тот же вечер брили головы молодым людям, которые вступали в секту зикристов. Их было около 20 юношей, заявивших таким образом своеобразный протест против грубого вмешательства в дела верующих. Раз дело имеем с умами и сердцами людей, наших советских людей, будь они верующие или неверующие, надо быть терпеливыми, чуткими, внимательными. Речь об идеологической работе. Меня мучает вопрос, есть она эта работа или нет ее. Я склонен думать, что ее нет, если судить по ее коэффициенту полезного действия. Во всяком случае, в нашем селе Кантышево. Я живу здесь 17 лет. За это время один-единственный раз читалась лекция на научно-атеистическую тему в старом здании Дома культуры. Но в начале 70-х годов он сгорел, и по сей день вы можете лицезреть его развалины прямо в центре села. Там дети играют в войну, так как руины с тех пор не убрали, а они очень напоминают военное разрушение. Справедливости ради скажу, местные учителя пытаются организовать лектории на дому, и все же большой процент взрослого населения, подверженного религиозным пережиткам, остается вне всякого влияния идеологических работников. Чем же этот процент занимается? Ведь идеологического вакуума не бывает, свободные умы успешно вовлекаются сектантскими лидерами в недозволенную деятельность. Идут люди за сектантами. А куда же им деваться, надо же себя чем-нибудь занять. Тем более, что больше некому с ними возиться. Сейчас много говорят и пишут о перестройке, в том числе и в идеологической работе. Но о какой перестройке может идти речь, если никакой работы вообще не проводится? Надо меньше произносить это модное ныне слово и начать, я подчеркиваю, начать культурно-просветительную работу в селах, где преобладает коренное население. Молодой человек не пойдет на исполнение дикого обряда, если правильно организовать его досуг, если есть чему поучиться, развлечься наконец. Молодое сердце тянется к солнцу, к свету, к интересной жизни. А где эта интересная жизнь, например, у нас в Кантышево? Дома культуры нет, спортивных секций нет, библиотека в аварийном состоянии, и нет читального зала. Никаких кружков нет, везде. Но я уверен, что где-то в кабинетах, кстати, очень красиво оборудованных, лежат отлично расписанные и заверенные планы, липовые отчеты о проделанной работе, даже справки проверяющих. Много интеллигентных бездельников аккуратно получают незаработанную плату. Между тем они считают возможным и нужным переложить свои прямые обязанности на плечи общественников. Логика на выворот, не правда ли? Кто-то оправдывает свой оклад тем, что фиксирует в блокноте вашу работу. Он умеет давать руководящие указания, только сам ничего не умеет, да и не желает делать. Не пора ли заменить таких работников культпросвет, учреждений, да и не только их энтузиастами своего дела, а воинственные атеисты из числа войнахов? Они становятся весьма смиренными перед сельской верующей публикой, если случай, не дай бог, сводит их лицом к лицу. Нет-нет, я не хочу сказать, что все такие трусливые. Читал в газетах, что лектор республиканского звена Межидов, Весетаев читают лекции убежденно, умело, на родном языке, что производит на слушателей большое впечатление. Есть, наверное, такие еще.
но те, кого мне довелось слушать, были людьми другого склада. Горе-лектор говорит округло, овально, пушисто что-то, где-то когда-то. До тошноты противно видеть заискивание образованного человека перед темными фанатиками. Иной даже намекнет, а я-то тоже тогось верующий, лучше бы уж он не выступал. Атеисту нужно мужество, чтобы выступать открыто, прямо. Если он убежденный атеист, это мужество найдется. Однако пока таких мало. В прошлом году у одного назрановского идеолога умер близкий родственник. Это горе, конечно. Не привожу его фамилии только из уважения к памяти усопшего. 3 дня зикристы отпевали покойника, чтобы на крыльях этого пения душа вознеслась в рай. А он, идеолог, их обслуживал. Не потому, наверное, что верует в это священнодействие, нет, не думаю. Но так добывается. Дешевый авторитет. А где принципы? Веруешь, верь, кто тебя притесняет. Но не роняй своего человеческого достоинства из-за чиновничьей карьеры. А то иной взойдет на трибуну: товарища, мы должны усилить борьбу. А сойдет с трибуны и трусливо отводит глаза. Зато их как активны сектанты. Они планов не составляют, дутых отчетов не пишут, они действуют. Они поставили себе на службу родной язык, самое мощное средство пропаганды, фольклор, поэзию, а войнахская национальная музыка, их монополия на 90%. Разве сравнишь мощный хор зикристов и наши хоровые коллективы? Репертуар ансамблей скуден. Они, импровизаторы, на ходу сочиняют новые произведения своей религиозной поэзии. Пока, честно говоря, они не видят в культ просвет работниках достойных соперников. А может, я не прав? Побывайте в Кантышево ночью с воскресенья на понедельник. Вы увезете богатые впечатления. Вот из середины села доносится четкий ритмичный гул, немногоголосое пение. Впечатляюще поют. Это зикристы. Умы и сердце кантышевцев, да и многих других жителей района, отданы на откуп религиозникам. Но укажи на эту проблему некоему ответственному работнику, в ответ обязательно услышишь: вот ты и занимайся, раз тебя это волнует. Кто тебе мешает? Ты ведь учитель. Конечно. Я учитель. Конечно, я должен. Хотя все-таки зарплату получаю за обучение и воспитание учащихся. Уже несколько лет в средней школе номер 1 и 8-летней школе работает клуб «Хочу все знать». Ведут его учителя. Здесь читаются лекции по музыке, поэзии, живописи, истории, науке. Организовываются экскурсии с познавательной целью, многодневные походы. Вы можете сказать, это никакого отношения к атеизму не имеет. Нет, имеет. Пустым богохульством и сухим отрицанием Всевышнего мы ничего не добьемся. Чтобы взошли и дали хороший урожай семена светлых идей, надо почву обработать, бороться за высокий культурный уровень. Между тем членам клуба в одно время негде было собираться, гнали отовсюду. Почему? Оказывается, наносим грязь, собираем всяких. Хотя молодые люди вели себя культурно, приходили аккуратно одетыми, обувь мыли, если погода ненастная. А всякие — это сельская молодежь, которая тянется к искусству. Куда же им деваться? Или к нам, или в какую-нибудь секту фанатиков, или к пьяницам и анаршистам. Выбор, как видим, невелик. Теперь школы не отказывают клубу в предоставлении помещения. Давно бы так. В воспитательной работе должна участвовать вся сельская интеллигенция. Но ее нужно организовать. И делать это должны те, кто имеет на то полномочия: идеологические учреждения района, партком совхоза, сельский совет. Автор: Кадзоев Иса. Учитель родного языка и литературы 8-летней школы село Кантышево, Назрановский район. После прочтения статьи патриарха ингушской литературы, не знаю как у вас, но у меня сложилось твердое убеждение, что ознакомился с творчеством закоренелого коммуниста, атеиста, активиста и просто стукача по совместительству. Вот это и есть истинное лицо лидеров митингуш. С момента вынесения приговора Исе его имя было вымарано из всех возможных печатных текстов. Оно не произносилось и в обыденной жизни начала 90-х годов. Он был лишним в этой стране симулякров. И что самое обидное, его не понимала и не принимала не только государственная машина, но порой даже сами писатели. Мне сказал: Иса, в общем, мысль была такая: сиди тихо. Не только твои вещи печатать, даже Кадзою Иса связано. Нельзя, говорит. Нам, говорят, если, допустим, Кадзою Иса другой есть, то чтобы было не 2 «с», а 1 «с». Какой молодец. Врет, не краснеет.